попросили, значит, вас поздравить от имени Арсения Сергеевича Николаева. Памятный знак в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады я вам вручаю. Спасибо. И со следующим удостоверением. В этот день также самые искренние, теплые слова сердечного поздравления от временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Вот, значит, тоже позвольте вручить такую вот открытку вам с такой вот памятной датой. Они присылали уже 70 лет, вот. Когда... И мы идем, нас у мамы трое было. Этот младший дорогой умер 6 месяцев было ему. Мы маму спрашиваем, мама, куда нашего Вовочку понесли? Она говорит, на кладбище. А кладбище, как вот на Пискаревке мы были. Ну, может, и он, может, и отец наш там. Отца сразу забрали, он нам успел окоп выкопать. И мы так и не знаем, где он. Бесследно. Все родные, которые были, вот окопы рядом были, все погибли, все разбомбили. Почему-то наш окоп в середке. Бог отвел, наш окоп остался живой. И родили меня, кроме троих, нас мама, сестры и меня, никого нет. Мы втроем, а теперь я уже одна осталась. Вообще детства не знали. Мы как будто сразу стали взрослые. Мы работали, мы все. Маме помогали, питались травой. Мы знали, какую траву надо. И вот и на чай мы ее сушили, и суп варили. Это было что-то страшное. Это вот это летит самолет, и вот эти какие-то летят маленькие, потом большие, как грохнет все. Вот вы не верите, все, каша была круг. Наш окоп вот середки, мы все каждый раз думали, это последняя бомбежка. Больше мы уже не останемся живые. Нет, опять вылазим, как два кролика с окопа по лесенке. И опять смотрим, мы опять остались живые. И вот солдат первый раз, когда он к нам пришел, и вот спускается, мы видим сапоги. Думаем, неужели взяли уже? Ой, и все, смерть, пришла смерть наша. Потом ниже, и мы увидели звезду. Вот на ремне у него звезда. Думаю, Господи, слава Богу, это наши, это свои. Он нам принес, мать говорит, покорми детей. И как только начинает бомбежка, мы как бы садимся, и как эти, волчата, молимся. Она говорит, ну поэтому и выжили, наверное. Вот сколько было всего этого. Страх это вообще. И я не могу это каждый раз вспоминать, понимаете? Я даже вот фильм не могу смотреть. Особенно, когда этот колодец показывают, у меня слезы, от которого мы пробирались, чтобы набрать воды. В каком году вас отправили в Якутию? В 42-м, после как открыли Ладогу, и нас повезли по этой Ладоге. Так страшно было, так страшно. Наша машина проскочила, следующая ушла под лед. И я вот это все вижу. И вижу я все это страшное, понимаете? Вот все остальное я как-то не помню. А вот это все страшно. И женщина у нас в машине сидела с ребенком. Она держит ребенка, ребенок плачет. Когда мы все стали выходить, она, оказывается, мертвая женщина-то, а ребенок-то живой плачет. И вот по таким страхам все время эту дорогу нашу бомбили, освещали. Все время, бомбежка. Мы вспоминаем, нам больно, да? А сейчас молодежь-то это не чувствует. Мне кажется, молодежи сейчас как-то это... Раньше у нас это свято было. У нас и будет до конца наших дней это свято. Конечно, уполномоченные по правам человека в Республике Саха-Якутия, мы никогда не стоим в стороне, и наш тоже государственный орган искренне присоединяется к словам поздравления
И хотим, конечно, вас поблагодарить за ваш личный подвиг. Низко кланяемся и желаем вам долгих лет жизни, доброго здоровья, берегите себя. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.